О комбинированных методах борьбы и даже пользе борщевика Сосновского говорили участники регионального совещания в Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Коми. Свои мнения на эту тему высказали представители ведомства, науки и муниципалитетов региона. А Анастасия Тюрнина все запомнила. 5600 гектаров. Ровно столько сегодня в Коми занимает борщевик. Страдает 10 муниципалитетов. Данные приводит региональный Минсельхоз. При этом динамика распространения геркулесовой травы пугает. Ежегодно она захватывает все новые и новые территории. Любимые места – прорастания культуры Сосновского, населенные пункты, прибрежные полосы, обочины дорог, пустыри и сельскохозяйственные земли. В 2020-м борьба с вредным сорняком велась на 500 гектарах. В основном его скашивали. А вот в столице Коми использовали химический метод. Гербициды в приоритете и в этом году. Ими обработают уже более 700 квадратных метров. В этом году у нас увеличится практически в 2 раза по сравнению с прошлым годом и практически в 3 раза по сравнению с 2019 годом. У нас первый муниципальный контракт уже заключен в конце марта, и работа у нас начинается с 17 мая по первому этапу. Все в 3 этапа проходит. За химические методы представители Россельхознадзора. С борщевиком они борются по просьбам населения и организаций. В основном в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе. Правда, по словам руководителя организации, есть на сегодня и более жесткий способ борьбы с гигантской травой. Я считаю, что самым эффективным является это агротехнический метод. Надо земли эти облагораживать, спахивать, сеять там культурные растения, и никогда там борщевик расти не будет. В течение 2-3 лет, если пахать, и борщевика не будет, и польза будет от земли. Поэтому я вот призываю, где есть сельхозугодия, такие поля, где можно что-то выращивать, лучше там выращивать культурные растения, чем все это вот заросло борщевиком. У нас около 50% заброшенных сельскохозяйственных земель. У ученых свое видение решения проблемы. Ранее гербицидами борщевик рекомендовали обрабатывать несколько раз в год. Но сейчас мнение они поменяли. Химикатов достаточно и 1 раз в год. Главное – обрабатывать ежегодно на протяжении нескольких лет. Эффект будет лучше. Еще один вариант – пересмотреть сам подход к траве. Сегодня ученые все чаще говорят о пользе борщевика Сосновского. Как оказалось, он помогает сохранить сельскохозяйственные земли. Мы, собственно, настаиваем на том, что проблема борщевика – это прежде всего проблема территории населенных пунктов. На территории населенных пунктов его не должно существовать, его надо всеми способами здесь ликвидировать и уничтожать. На землях сельхозназначения с этим можно не спешить. Почему? Потому что борщевик, как правило, сейчас занимает те поля, которые не используются в сельхозпроизводстве. Они временно выведены из оборота, фактического оборота, там они остаются по назначению землями сельхозназначения. Но если это поле занял борщевик, то там не будет расти древесная растительность. Или значительно медленнее она будет захватывать это поля. Те поля, которые заброшены и зарастают кустарником, потом лиственными породами, дальше хвойными, это просто превращается в лес. Лес-то тоже неплохо, но когда-то с очень большими усилиями эти земли были переведены в класс пахотных, лугов и так далее. И терять эти земли, переводить их в другой тип землепользования, наверное, не самое желательное. Вывод один. Борьба с борщевиком должна носить комплексный характер. Только он принесет результаты. Надо применять комбинированные методы в зависимости от территории, места расположения, времени вегетации и нескольких еще факторов, которые нужно обязательно учитывать, в том числе и климатические. Поэтому нету какого-то одного конкретного способа, которого надо придерживаться. Нужно подходить точечно. Если это в жилой зоне, это один способ, да, на землях сельхозназначения другой способ. В придорожной территории это, скажем так, сочетание нескольких способов. Для визуализации и идентификации мест прорастания борщевика Сосновского в Коми составлена карта. На ней почти 10 тысяч объектов локализации. Приоритеты расставлены, пришло время действовать. Анастасия Тюрнина, Олег Юшков, телеканал Юрган.